Всем привет, город Якутск. Сегодня 30 апреля. Наконец-то у нас весна. Так, масочку надо лучше слышно было приспустить. Так, вот. Видите, флажки даже там такие. Солнышко, смотрите, какое солнышко в Якутске. Немножечко пройтись, показать вам красоты города, как у нас хорошо стало, тепло. Видите, люди без головных уборов уже ходят, в общем-то, в таких легких курточках. Погода плюсовая, замечательная. Потихонечку все тает. Тает. Ну, это как бы улица Кир. Машин достаточно. Улица. Стоим, ждем. У нас это все вот с этими, со временем показывает время. И мы сейчас придем с вами и туда пойдем. Так. Это мы сейчас с вами находимся в центральном округе. Центральный округ. Вот тут такая символика. Кардиограмма. Видно, да? Кардиограмма. Видно, да? Центральный округ написано. Здесь кардиограмма. Так, почему-то выбрали такую символику центрального округа. Ну, кардиограмма, сердцебиение, понимаете, да? Который рисуют на этих, когда у вас снимают указания. Вот самый северный центр, цирк на греческой мерзлоте. Вот здесь вот, смотрите. Ну, у нас как бы пандемия, да, продолжается. Сейчас количество больных коронавирусом потихоньку увеличивается, как бы, да, не совсем хорошая статистика. Ну, может быть, это связано с вот все-таки с весной, то, что у нас потепление, и как бы обычно весной эти болячки всякие ОРВИшные, они появляются. Как вы смотрите, какой камень здесь. Шикарный камень. Вот. Даже отпечатки людские здесь видно, да? Вот так вот. Даже тут что-то написано Мадун-Тас. Камень силы Мадун-Тас, символ стремления к победе, мощи, силы и воли. Вот тут такие наскальные надписи. Вот здесь вот. Видно, да? Типа древние люди рисовали. Вот таким вот образом. Так, давайте мы с вами дальше идем. Топаем люди с шариками. Завтра 1 мая вообще-то, да? Но, насколько я знаю, вот из-за этой пандемии вот из-за этой у нас никаких праздников не будет отмечаться. Парад Победы, наверное, только проведут в каком-то закрытом режиме без спеси. А так все оно. Этот бессмертный полк тоже отменили, как бы. А вот это вот у нас Мадун, спортивный комплекс Мадун. Республиканский центр национальных видов спорта имени Василия Манчары. Там вот праздники 1 и 9 мая отмечены. Вот там вот тренировки, короче, там тренажеры. Кто хочет. Ну, кстати, здесь не смотрите, что коврик вот этот, видать, который тут лежал, они его постелили и сушат. Ага, видно, да? А вот это цирк. Самый северный. Так, сколько у нас здесь? Цирку Якутии 25 лет. Представляете, да? Какой срок. Нет, все-таки весна наконец-то. Чувствуется лето. Тоже чувствуется, скоро все это будет. Так,
а мы с вами вот так отсюда топаем. Не сильно вас там трясет, надеюсь. Я пытаюсь как-то более плавно держать камеру. Так, это вот улица Пушкина. Улица Пушкина, и здесь у нас светофор. Ждем, когда загорится для пешеходов зеленый свет. А там вот дальше там вот этот скверик, где можно отдохнуть. Так, все, пошли. Пошли. Вот тут припаркованные велосипеды. Мы видим, стоят. Люди ездят. Ну, у нас всю зиму ездили на велосипедах. Так, здесь остановка. Остановка. Автобусная. Люди стоят, ждут. Улица Пояркова. Еще раз напомню. Так. Ну вот что у нас завтра 1 мая, но он отменен, да? Есть не совсем хорошие ситуации с этим короной этой, будь она неладна. Это уже сколько? Уже больше года, слушайте, да? Больше года уже прошло. Как эта болячка теребит весь мир. Так, а здесь у нас что? Кофейня, да, какая-то? Кофе. Вот там вот видно кофе. Ой, тут даже, смотрите, какие на улице у них есть. Это что, тут можно взять и сидеть, да? Вот так вот. Можно взять и сидеть. Так, кстати, тепло, когда хорошо стримить. Просто замечательно. Просто замечательно, потому что зимой-то у нас морозы, дай Боже, и ты просто бежишь, а здесь, когда тепло, можно не торопясь все ходить, телефон у тебя не застывает, и просто замечательные ощущения. Так. Но вот здесь мы все-таки видим лужку. Лужка. Вот такая лужка, значит, мне придется ее обходить. Таким вот образом обходим, тихонько двигаемся вперед. Вот лужа, да? Сюда топаем. Ну, я еще в сапогах хожу, потому что считаю, что обувь одевать летнюю еще рано. Поэтому пока у нас может еще холодно быть, пока река не пройдет. А ветра дуют, значит, прохладно быть. Вот как река пройдет, скроется Лена, река великая, сибирская река Лена. Когда она пройдет в районе Якутска, да, вот эти льды пройдут, значит уже все. В принципе, уже теплая погода начинается, а до этого времени значит, могут быть ветра. Короче, дует. А потом в июне может быть уже резкое потепление, даже до 30 градусов, не помню. В июне было. Опять тут обходим. Так, Пояркова 19 здание. Пояркова 19. Вот тут китайская стена. Еще советские постройки. Первое такое мощное здание буквой, как оно, буквой Г, да? Ну, сейчас уже подобных строений в городе понастроили очень много. Такой небольшой променадик у нас с вами. Хочу вам показать хорошую погоду в Якутске, солнечно, тепло. Все потихоньку начинает таять.
распорядся. Сухо в городе. Вот начинается. Это хорошо. Значит, мы пережили зиму. Это просто замечательно. Зимы у нас холодные, минус 50 градусов. Вот целый месяц в этом году было. То критическая температура такая. Поэтому, если ее пережить, это очень хорошо. Так, мы с вами вот сюда двигаемся. Здесь светофор загорелся. Поэтому идем, двигаемся. Так, здесь тоже, кажется, больше-меньше открыли. 18 плюс. Вот совсем неинтересно, больше-меньше. Да. Печально, конечно, что они занимаются продажей спиртного. Массово. Так, вот эта улица у нас Курашова. Как мы видим. Так, у нас еще осталось, наверное, 18 секунд стоять. Это вот здесь вот получается этот маркет. Мы открылись, написано. То есть это недавно все было. А раньше тут что-то было. Какая-то поликлиника или зубная. Точно не помню. Точно я не помню. Как нам двигаться-то? Давайте посюда, по Поярково пойдем. Много людей. Уже все гуляют. Хорошо. После нашей зимы солнце, это, знаете, как большая радость. Конечно, сегодня я постоял напротив солнца, погрелся. И просто замечательно. Просто замечательно и восхитительно. Так, а тут что-то делают, да? Смотрите, что-то тут. Тут же был переход, его убрали. Да, такой лестница здесь был переход, и его убрали. Точно. Убрали, и вот так вот ровную площадку. Но это замечательно, потому что если ты на каких-то, значит, с коляской, да, детской, там, или на велосипеде, там, на самокате едешь, тебе приходилось слазить и забираться. Сейчас вот можно будет просто проезжать. Так, это у нас школа вот такая, смотрите, в форме корабля. Мир, труд, мая. Здесь лозунги. Смотрите, 1 мая с праздником весны и труда. Мир, труд, май. Национальная гимназия. Лицей. Точно я не знаю, так что не буду вас путать. Так, здесь еще не все подсохло. Это скоро все, буквально неделя-две, и уже все потает. Я думаю, что уже такие снега не будут падать, дождь лить, как вот это все время было. Бургер авто. Это что такое? Бургер авто. С автомобиля. Можно с автомобиля покупать еду, да? Движуха-то хорошая у нас. Чайхана здесь. Чайхана. То есть можно узбекская кухня, да? Базилик. Кафе. Салон красоты. Анна. Цветы продают. Ну, обязательно же разливные напитки. Без этого никуда. Вот здесь вот замечательная дорога у нас. Ну, а мы двигаемся. Так, это Беркут. Фонбет. Ставки на спорт 24 часа. 24 часа Фонбет. Вот здесь вот в этом здании находится. Так, а здесь еще Бургер Хит. У нас в городе вот открыты КФС.
уже даже больше года, да? И Бургер Кинг открыли в центре, там в торговых центрах центральных, там, где наиболее массовая проходимость людей, конечно, такие заведения открываются. Там можно покушать вот в этих ресторанах. Цены, конечно, у нас здесь подороже, чем в центральной полосе России, допустим, да, на все эти... Дырка, смотрите, какая в земле просела. И машины вот так вот они едут, преодолевая такие препятствия, Так, дошли до торгового центра Аланко. Вот оно. Тут же аптека социальная. Вот, человек на велосипеде едет. Дворник шурикает. Так, и мы стоим, ждем с вами перехода. Это улица Петра Алексеева. Переходим с вами улицу Петра Алексеева. А давайте я не посюда пойду, а вот посюда пойду. Тут, по-моему, более будет интересно вам посмотреть. Задворки, дворы города. Заодно мы посмотрим ситуацию с вами с лужами, водой. Потаяло, там не потаяло. Ну да, вот пятница вообще, конечно, машин обычно много, потому что много людей как бы куда-то переезжают в пятницу. Обычно там какой-то укороченный на час день. Ну а здесь вот, в общем-то, ситуация не очень. То есть мы видим здесь такая дорога сложная, да? Ой, так, мне тут осторожно, тут еще лед присутствует. Так, давайте двигаемся. Так, вот такими кругами идем. Лужки тут что-то дорогу не делают. Совсем не делают. Так, мусора достаточно. Да, все это, естественно, после зимы тает. Так, это 24 часа какой-то магазин продуктов. И вот там вот видим киоски, фрукты, овощи, ягоды. И там якутская птицефабрика. Яички продают. Да, у нас другие изделия из курятины. Угу. Сейчас, кстати, Пасха у нас, да? Воскресенье, да? Пасха, да? Правильно? Не ошибаюсь. Поэтому я смотрел, короче, яйца второй категории переправляются в брод. А мы с вами вот так вот пойдем. Я тут знаю Хохотки. Так, по-моему, мы там не пройдем с вами. Что-то там все затоплено. Ну-ка. Если здесь, а там... Слушайте, как-то вот так надо будет идти. Да, там какая-то куча с песком. Видать, эти все выравнивать дорожные неровности. Ямины надо. Ну ладно, вот так вот двигаемся. Так, смотрим. 2 человека смотрят, 2 лайка. Замечательно. Всех с праздниками наступающими. 1 мая. Завтра день весны и труда. Замечательный день. Ой-ой-ой. Стримчик немножко прервался, потому что на меня эти спамеры вышли. Компания ТТК предлагала свои услуги. Я вот не хотел брать, надо было сразу отменить, чтобы стрим не прекращался. Так, давайте вот посюда, я знаю, здесь ходочка есть одна вдоль. Или мы так не пройдем. Все-таки мы так не пройдем. Нет, это все, конечно, смотрите, что творится. Я думал, посюда как-то. Или все-таки удастся. Тут вижу, досточки лежат. Вот такие вот, да. И давайте с вами попытаемся
Так, попытаемся с вами перейти. Реальность, это жизнь. Это жизнь. Я не специально показываю такое. Я просто иду вот. Просто иду, я не специально. Не думайте, что я специально это показываю. Это просто я вот иду внутри квартала, как бы, да. И вот таким образом. Так, ну здесь еще более-менее. Так, главное вот эти снега тут не провалиться. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, хорошо у меня сапоги. Сапоги еще рано снимать. Пока все это не растает. Пока, ой, что тут такое? Какой-то помост. Это для того, чтобы... А, вот эти вот закручивают. Так, а как тут пройти? Вот человек с ребенком мучается. А там нормально проходить, нет? Да, можно, но там сложно тоже. Так, ну палочки есть, можно по зосточкам пройти, как бы. Потихоньку идите. Так, можно, не можно пройти, видите, да? Надо знать фарватер. Так, я сейчас должен туда, или давайте не, зачем прыгать? Не надо прыгать, надо потихоньку идти. Вот посюда идем. О, замечательно. Сапоги-то, да? Что значит? И можно в сапогах резину вообще без проблем ходить. В такое время. Так, тут березка. Березка. Вот это, кстати, 23-я школа. Кто не знает. Так, давайте еще вперед. Еще вперед. Школы, кстати, сейчас тоже, по-моему, с 5 по 8 классы. С 5 по 8 классы на удаленке дети. Реальная школа у нас ходят в школы. И ну, старшеклассники, да? Это правильно понимаю, да? А в серединку пересадили опять на... Ну, это пока временно, как бы. То есть вот пока майские праздники. Пока майские праздники. Тут березушка такая вот. То есть по ней нежелательно ходить. Все, запачкаемся с вами. Ух ты, тут цветы, смотрите, какие. Какие-то горшки с чем-то, цветы. Так. Да, вот этот асфальт, ему сколько лет, интересно. Такой древний. Так, ой, боже мой, я прям по этой иду. Потом мне придется обувь сушить все-таки. Ну, вот здесь видим опять эти клумбочки с колес. Колес, да? Видно, да? Колесные. Так, а что там такое? Подождите-ка. Я люблю. Что люблю-то? Я ловлю. Видно, да? И что к чему это? 4 смотрит. Я люблю. А что люблю? А, 23-ю школу маленькими буквами. Это такая зона для фотосессий. Тут эта дорога непонятно куда идет. Тут тоже какая-то зона. Лебеди с колес сделанные, вырезанные. Вот это вход. Здесь вот. Так, здесь раньше был проход, но сейчас все перегородили, поэтому мы с вами, ё-моё, мы с вами будем петли делать, получается. Петлевать. Петлять. Раньше вот так вот можно было пройти, вот посюда. Здесь был проход, я тут ходил свободно, а сейчас тут все, естественно, озаборено. Везде зоны, заборы. Поэтому мы здесь не сможем, да, абсолютно никак. Поэтому нам вокруг этой школы придется обходить. Ну, снова вы посмотрите. Тепло, да, ага. Я тоже привет. Ходим, гуляем вот, по Якутску. Так, почитать комментарии. Чат, видны все сообщения. У нас градусов, да, градусов, наверное, 5, ага, 10, так вот. Я куртки, ага. Привет из Алушты, привет. Привет, Алуште. Мы там будем в июне месяце. Так. Это мы ходим, значит, улица
Здесь Пояркова, вон там, Пояркова дальше за этим домом. А здесь вот эта улица Халтурина. Вот это вот здесь 23-я школа. Мы обошли, ну, тут ушки еще не подтаяли, как бы. Так, все-таки сложно идти дворами. Мне вот какую петлю пришлось обходить. Я думал там пройти, а там все загородили. Поэтому давайте по улицам. Так, просто по улицам. По ним хоть понятно, как идти. Ну, давайте вот сюда еще, в стороночку. Так, почитаем комментарии. Ага, тоже тепло. Сейчас вообще ветер. Только немного все тает. Да, тает. Привет, Алуште. Говорил, сколько градусов? Ну, 5-10. Угу. Тепло. Замечательно. Солнце. Смотрите, солнце у нас. В Якутске наконец-то солнце. Видно, да? Ура! Сегодня постоял под лучами, погрелся. Так, а здесь мы не пройдем. Давайте вот сюда вот. Кто-то старую свою эту Мичка, газовая плита вытащил. Газовая плита. Ну, потихоньку сохнет, все сохнет. Сохнет, все высохнет, конечно, испарится. У нас климат как бы сухой. Поэтому это тут долго стоять не будет. Вся эта вода. Главное, чтобы опять снег этот, его дожди сильно не лили. Я думаю, что уже вот ледоход пройдет у нас. Тут уже в ожидании все ледохода, когда река тронется. Весна, короче, у нас холодная получилась. Холодненькая весна. Поэтому с ледоходом может быть немножко позднее. Хотя я не знаю, не буду ничего от себя говорить. Поэтому ждем, когда ледоход будет. Надеюсь, что в этом году никаких потопов особых не будет. Все тихо, мирно пройдет. Без наводнений там, то все. Это обычно у нас топит, Горгала топит район, потом где-то Чернышевск. Ой, а тут какая высота. Так, давайте он пройдет. Ой, прямо брызги, чуть до меня нет. Чуть до меня брызгейте. Не долетели. Поэтому я сейчас, в общем-то, пока еще такую теплую одежду не перехожу. Пока в куртке. Хотя, в принципе, если вот выходные у нас такие, то уже... Так, а что мы? У нас завтра 1, да? 1 мая. И потом будет выходные, да? В связи с этой пандемией по 10 мая будет. По 10 мая. И мы с вами будем сидеть дома, никуда не ходить. Желательно, ну там на дачу, может быть, да? Шашлык в своей компании. На машине, да? Ой, так, вот здесь вот. Здесь. Как мне пройти? Я даже не знаю. Ну, давайте посюда пойдем. Тут опасно, смотрите, тут уже проваливается все. Проваливается. Давайте идем. Ну что делать-то? Что делать? Так, детская площадка. Здесь вот между домами. Так, а здесь я вижу обычное явление. Это вот это вот. О, там что-то качает, да? Насос стоит. Вот как мне перейти? Давайте я посюда вот. Здесь мелко. Хотя здесь этот, в общем, двор-то нормальный, но все равно его затопило. Поэтому стоит вот этот насос, который качает воду с этой лужи. Работник здесь. Вот компрессор. Там прессор, видно, да?
Он качает с этой воду в воду. А тут кто-то проколотил, смотрите, видите, да? Такое траншея, чтобы вода текла, да? Вот тут еще что-то с этого падает, капает. Видно, да? Там что-то протекает у них или что тает, блин. Я даже не знаю. Ой. Ну здесь вот такая вот колея, смотрите, да? Вон она туда идет. Тут продолбили ее, чтобы вода, видать, текла. А, вон он, смотрите, откуда забирает отсюда, да? А, он отсюда сюда выкачивает. Смотрите. Он оттуда сюда. И потом эта вода. Смотрите, там компрессор. Он с той лужи, что возле в ограде, да? Заполнила. Он качает воду вот по этой бороздке, да, которую продолбили. Потому что она там не поднимается просто. Она вот сюда уходит. А здесь что у нас? Смотрим. Здесь вот этот вот водосток, она сюда стекает. Она даже, ну, с целью безопасности, эта крышка закрыта, но все равно она уходит отсюда. Видно, да? Вот. Ну, тут там немножко образовалась воды, как бы, но не так критично. Здесь вот по этой досочке, если вы осторожно идете, вы спокойно проходите. Ну, а поскольку у меня сапоги, я мог прямо так пройти спокойно. Улица Дзержинского. Вышли на улицу Дзержинского. Час пик. Так, вот это вот 9-я школа. Кто помнит, тоже украшена она. Украшена 1 мая и 9 мая. Ага. Это вот такое старинное здание, это не знаю, каких там годов 50-х, 60-х постройки. У них таких, вот в таком стиле в городе несколько школ. Таких вот старых. Чем-то они сталинские такие вот напоминают, даже архитектура такая. И там высокие потолки у них. Но эта школа, она 9-я, она, по-моему, была как не начальная, а 8-летняя, да? Не 10-летка, не 11-летка, да, среднее образование, а давали, по-моему, из-за того, что здесь как бы небольшая эта школа. Раньше, по крайней мере, так было. Сейчас я не знаю. Как. Так, ну вот эти, видите, да, штуковины стоят вдоль дома. Такие рога, да, видно, да? Это у нас охлаждают вечную мерзлоту, вот эти радиаторы. То есть туда, вот это внутрь закапано, там какая-то система, тут масло, или что там, ага. И оно зимой мерзнет, и туда холод вниз передается. Специально, чтобы оттайка грунта не происходила, вот так вот часто здесь наделано. Вот такая специфика жизни в городе в условиях вечной мерзлоты. Так, проходим. Короче, вот специально, чтобы оттайка грунта, а если оттайка грунта, то для свая это критично, и может дом вот этот вот покоситься. Поэтому вот такая вот система сделана охлаждения. Так, с вами подходим к перекрестку улицы Лермонтова и Дзержинского. Так, остановка. Остановка у нас популярная довольно. Вот этот, так, вот мы видим, здесь у нас остановка Банковская. Вот это время до ближайших автобусов. Остановка Банковская. 7 минут, там написано, какой автобус, сколько ждать. Такой монитор. Ой, ё-моё, кто-то написал, а? Мирослава. Кто же написал это? Ну, почему грязный? Это пока вот сейчас все будет сухо, уберут. Коммунальные службы убирают. Они все сразу не могут брать таких просто. А здесь вот в этом доме 21, да, раньше когда-то был 18-й продуктовый магазин. Но сейчас здесь у нас департамент жилищных отношений. Ну, если какие-то там дела с жилищем, вот сюда идут люди обычно.
справки брать, там еще какие-то дела. Так, а это у нас двор Печать. Двор Печать. Сегодня, кстати, пятница и газеты. Газеты, якутские вечерние, аргументы и местные газеты. Вот даже газета «Правда» продается. Здесь катаются уже катаются. Так. Мы идем сюда. Так, и тут, наверное, я вот на этом сейчас дорогу перейду и закончу стримчик. Вот улица Лермонтова, такая, она все-таки интенсивная. Вот самый вот у нас загруженный участок вот этот вот, от этого перекрестка туда, от Дзержинского до столицы. Самый. Ну, может, там я пройду, покажу вам состояние. Японский дом, японский ресторан Мацури, а у нас Альгенбанк. Потихонечку идем. Там сколько раз? 32. Все, пошли. Зеленый для пешеходов свет. Ну, довольно широкая в этом месте дорога. Поэтому надо ее быстро проходить. Опять же смотреть по сторонам. Ну вот этот дом. АТБ, Азиатский Тихоокеанский банк. Тут несколько банков в этом здании. Несколько банков. Ой, там что, скорая, да? Скорая несется. Пытается проехать. Ну вот этот самый такой тяжелый участок в городе. Тут пробки, наибольшие пробки. Так, здесь настилы видно, постелены. Настилы. Вот, смотрите, оттуда можно отсюда пройти. 4 смотрят, 4 лайка, замечательно. Еще здесь у нас Росбанк, Sociality General Group. Вот здесь, потом здесь Полимер Металл какая-то фирма и ВТБ. Вот здесь вот офис ВТБ. Кто-то на велике, так. Короче, здесь дальше спускаемся. Тоже настилы. Настильчики. Ну, сохнет. Что вы хотите? Весна. Всегда весной такая пока все это растает. Резко же потепление, понимаете, да? Туда, там видно это. Ячейки, да, вот канализация стекает. А здесь у нас Сбербанк. Кстати, я недавно вот заходил в этот филиал и здесь видел, вот, можно уже посылки отправлять, представляете? Логистика, Сберлогистика. Уже у них, пожалуйста, то есть там сами запаковываете, там взвешиваете. Ну, короче, довольно просто. То есть появилась альтернатива, как бы Почта России, где обычно очереди. Так, а вот здесь еще и ВТБ лизинг. Тюрье, дом ткани, Synergy Group, Synergy Global Cooperation. Ага, понятно. Ну, смотрите, что у нас, да? Видали, да? Какая пробка. Пробка-то какая, сумасшедшая, да. И потом здесь еще Почта банк. Восточный банк. То есть в одном месте здесь куча банков сразу. И еще, по-моему, тут был банк Home Credit. Ага. Вот он, банк Home Credit. Септор International. И здесь же продают авиа-ЖД-билеты. Скоро будет. И это называется Дзержинский торговый деловой центр. На первом этаже тут первый, второй офисные помещения. Ух ты, а тут что такое? Это что, для мытья что-то? А, это подъем. Блин, это же подъемник, смотрите, для инвалидов. Вот сюда, то есть, инвалид с коляской, да, я так понимаю, и он как-то туда должен подняться. Ну, вот эти здания очень недавно их построили.
очень недавно. Так, нормально, сухо. Хорошо. Так. Какие-то камушки наложили для укрепления грунта или для чего это сделано. Ну вот. Короче, тут такая пробка, что, по-моему, пешком можно быстрее дойти, чем вот, если ты на машине едешь. Я, может, я и ошибаюсь, но вот это у нас что? У нас сегодня 30 апреля, да? Завтра 1 мая, это весна. То есть как бы еще не все, у кого есть машины, выгнали машины. То есть мы сейчас видим ситуацию еще не такую пиковую загруженность машинами улиц города. То есть летом еще больше машин будет. Еще будет больше машин. И, соответственно, так, идем. А вот дошли до ресторана «Великая стена». Великая стена, ресторан. Ресторан. Ну, раз Великая стена, значит, это китайская кухня, да? Как понимаю. А вот даже там рисунок китайской стены, вот этой великой. Кто был тут, знает. Кто видит, он тут тоже знает, где она находится и какие имеет размеры. А, вот здесь даже вход и китайские иероглифы. Представляете, да, по-китайски. Вон там надпись по-китайски. Ну да, так. Даже и не по-русски, и не по-якутски, а просто иероглифы по-китайски. Ну все, мы подходим к перекрестку улицы Дзержинского с вами. Тут, наверное, я прекращу стрим, потому что дальше мы там вы все видели предыдущих. Я уже тут снимал не раз. И просто хотелось вам передать обстановку вот на состояние 30 апреля. 30-го, конец. Ой, блин, зацепился. Ё-моё. Зацепился. Хотелось вам показать город, ощущения. Вот идет от аэровокзала едут, аэропорта. Улица, с той стороны Жакая, Мархи и так далее. Эти машины. Сюда. Вот смотрите, какие бугры. Это за зиму все, там вот так машины ездят и накатали. Так, ну ладненько. Сейчас с вами будем прощаться. Говорить до свидания. Говорить до свидания. О, тут поменяли, смотрите, вот эту вывеску. С праздником мира и труда. В Якутске такое весеннее настроение, да, смотрите, да? Вот это по-якутски. А там по-русски с праздником весны труда, труд май. Завтра 1 мая, потом у нас будет 9 мая. Всех поздравляю с праздниками. Желаю всего хорошего, хорошо отдохнуть, чтобы никуда не бегать, потому что у нас как бы ситуация еще сложная с этим короной. Ага. Ой, смотрите, там сколько машин-то, а? Да. Ну ладно, всем пока, до свидания. До новых встреч. 6 смотров, 5 лайков. Большое спасибо. Так, почитайте еще комментарии. Сейчас. Так, ну, в общем-то, все. Вот виды велосипеда. Все, ладно, давайте. Всем пока. До новых встреч.